Коллеги организованы в формате ток-шоу. У меня такое ощущение, что программа «Соединение». Да, практически. Нет, это формат ток-шоу, эксперты, голосование, очень интересное обсуждение, поэтому мы это ток-шоу продолжим. Я хотел сказать немножко по-другому, немножко возразить нашим коллегам. Наступает эпоха телевидения, она только начинается, потому что сегодня самый востребованный контент визуализирован. Сегодня все занимаются визуализацией контента, от блогеров до детских журналов. Только что сказать, детские журналы тоже пошли в телевидение, потому что они понимают, что будущее именно там. Это первый тезис, который я сегодня хотел обосновать. Итак, царствует СМИ визуализация. Это первый. И второе, конечно, это мультиплатформность. Сегодня на одной платформе никто не сможет выжить. И это тоже всем очевидно. Я сейчас на своем примере это все покажу. Когда-то телевидение ТНВ работало только на аналоге. Потом ситуация начала меняться. Понятно, что аналог умирает. Адресный гараж говорит о кабельном телевидении. Вот смотрите, как меняется ситуация. Сегодня вещание канала ТНВ Татарстан ведется в кабельных сетях емкостью 7 миллионов абонентов. 7 миллионов, в том числе 418 населенных пунктов и 362 города. Прирост в прошлом году 21%. Вещание ТНВ «Планета» ведется емкостью в кабельных сетях 5 миллионов, и вещание ведется в 2803 населенных пунктах, в том числе 369 городов, рост на 6%. Каждый рост – это обращение кабельных сетей с просьбой дать сигнал и подключиться. То есть это не наша работа, это уже теперь кабельные сети сами запрашивают сигнал. Телеканал ТНВ Татарстан, спутники вещают в открытом виде на европейскую часть России. В базовом пакете даже сети телекарты Орион Экспресс. Телеканал ТНВ Планета, спутники вещают в открытом виде со спутника АБС-2А, а также в базовом пакете МТС, где почти 1 миллион абонентов, Триколоре, где почти 12 миллионов абонентов. И с 2020 года мы по просьбе диаспоры, по поручению президента начали вещание на Азерспейс, география вещания Средней Азии, Кавказ и Турции. Это говорит о том, что кабельное вещание востребовано, оно развивается. Мы вещаем по всей республике на канале ОТР первого мультиплекса в объеме 5 часов в день. А также мы вещаем на 2 каналах в Казани на отдельном мультиплексе. Благодаря Андрею Парамоновичу еще раз огромное спасибо за проделанную огромную работу. Конечно, мы давно пошли в интернет. Давно. И это такие известные телевизионные платформы, как ОТТ. Я имею в виду ОТТ-платформы, как Винк, Смотрешка, Катрина, ТВ Око, Пресс ТВ, Лайм, Яндекс, 24 часа, Бонус ТВ, Wi-Fi, сайт ТНВ и так далее, и так далее. На Лайме мы вообще занимаем лидирующие позиции. Итого, потенциальная аудитория этих традиционных ресурсов распространения, я подчеркиваю, ТНВ Татарстан составляет 27 миллионов абонентов, ТНВ Планета 55 с лишним миллионов абонентов. И, конечно, у нас есть какие данные и по республике, по объему телесмотрения. Есть, например, данные Таттелекома, которые мы сейчас активно используем. И там видно, что у нас достаточно уверенные позиции по просмотру. Это выборка, это 134 тысячи представок, 28% в городе и 72% в остальных населенных пунктах. У нас есть данные Media Hills, которые регистрируют городские кабельные сети. И там тоже у нас неплохие позиции. Правда, это, конечно, город, позиции там, скажу честно, ниже. Мы говорим о социальных сетях. Конечно, мы пошли в социальные сети и достигнуты следующие показатели. Инстаграм ТНВ рост 25%, Инстаграм ТВ Ньюс 50% роста, Ютуб татарский 79% роста в прошлом году, Ютуб русский, вы видите количество подписчиков, 47% роста, сайт ТНВ вошел в 20-ку сайтов, ВКонтакте русский 16% роста, ВКонтакте татарский 18% рост, ТикТок только начали 3700 подписчиков, Телеграм 807 подписчиков, тоже только в этом году мы начали. Такой существенный прирост достигнут только благодаря созданию отдельных интернет-редакций по направлениям, которые финансируются пока за счет внутренних ресурсов. Это я к тому, что задешево тут ничего не сделаешь. Давайте посмотрим график телесмотрения канала по данным разных кабельных операторов. Вот посмотрите, все эти зеленые гребни, это татарские новости и татарские развлекательные программы. Если смотреть на этом графику, мы должны производить новости и юмор. Все, что якобы нужно нашему телезрителю. По крайней мере, так свидетельствуют данные телесмотрения. Но я должен сказать, что по такому же пути развивается и канал Шаян ТВ, наш детский канал, который тоже проходит все традиционные сферы вещания, уже прошел, вещает на спутнике и сегодня выходит на все остальные интернет-платформы. Какие же можно сделать основные выводы? Я вам просто быстро перечислю. Сегодня аудитория лучше всего воспринимает визуализированный контент. Молодежь, особенно младшие школьники, клиповый контент. В битве за аудиторию победит тот, кто сможет предоставить аудитории интересный, местный, мультиконтент. Хочешь смотри, хочешь слушай, хочешь читай и в разных объемах. Радио, к сожалению, в скором времени может превратиться в чистый подкаст.
Достаточно того, что симки появятся в машине и будут доступны тысячи аудиохостингов. Крупнейшие радиостанции уже визуализируют контент, становятся мультиплатформой. Линейное телевидение, конечно, ежедневная телепрограмма постепенно уступит место телесмотрению по запросу. Главное становится мультиплатформа вещания. Количество платформ ежегодно увеличивается, но каждой платформе нужен особый контент особого формата. Мало того, на каждой платформе нужно создавать сетку взаимодополняющих аккаунтов по интересам. Для этого нужны огромные ресурсы, которых нам, Айдар Саймгараевич, катастрофически не хватает. Отдельная проблема – вещание на детей и молодежь. Если говорить честно, ТикТок мы немножко проспали, я согласен. Но на Шаян ТВ мы начали создавать, директор здесь, фабрику тиктокеров, которые будут вести аккаунты, начиная с 10 лет, и потихоньку подтягивать эту аудиторию. Зрителю не нужен уже общий контент, только местный. Перестали работать зарубежные сериалы, программы, общие программы про животных и так далее, и так далее. Зрители требуют местное кино и сериалы. Исходя из этого, мы с Азгат Ахмедовичем уже посоветовались и приступили к созданию кинокомпании «Татарстан 21 век» и онлайн-кинотеатра. Еще один важный момент, я завершаю. Подготовка кадров, работающих на национальном языке. Проблема номер один. И я, к сожалению, не могу долго об этом говорить. И работа с Казанским федеральным университетом должна быть, конечно, продолжена. Система грантов на обучение – наше единственное спасение. И я, конечно, благодарю всех наших коллег с Казанского федерального университета, которые здесь сидят, за ту огромную поддержку и помощь, которую вы нам в этом оказываете. И, наконец, пожалуй, главное. В результате социальной политики государства последние годы работники СМИ из высокооплачиваемой категории граждан переместились в среднюю и даже особенно в районных низкооплачиваемых категорию. Талантливые журналисты, мы это фиксируем, ежегодно пачками уходят в обслуживающий персонал. PR-менеджеры, спичрайтеры и прочее, где средняя зарплата уже в 2 раза выше, чем в СМИ. В среднем по рынку там сейчас предлагают уже 80-100 тысяч рублей. Конечно, мы должны, я как представитель журналистов и все руководство Татмеди, сделать все, чтобы престиж журналистской профессии был восстановлен. Давно говорим о том, чтобы это было сделано с точки зрения гонораров и так далее. Но самое главное, я еще раз хочу повторить, на самом деле вся работа только начинается.